В Украине начался голод, почти у половины граждан закончились средства, эксперты пророчат голодные бунты. Власти Украины стоят перед непростым выбором – продлевать связанный с коронавирусом карантин, чтобы минимизировать распространение заболеваний, или снять часть ограничений, дабы оживить экономику, которая лежит в пропасти. По данным украинских СМИ, люди пенсионного возраста и инвалиды уже пухнут, появлялись первые смерти не от коронавируса, а именно от голода. Аналитическая компания Research and Branding Group выяснила, что у 40% жителей Украины нет денег для того, чтобы жить во время карантина. 68% не закупали впрок ни крупы, ни консервы. Эксперт в области энергетики Валентин Землянский прогнозирует, что к концу карантина значительная часть населения Украины окажется без средств к существованию. По его прогнозу, до конца мая-середины июня у жителей Украины деньги не появятся. Тот же прогноз дают сами министры периоду восстановления экономики. Это все приведет к крайне негативным последствиям. Мы уже видели примеры в Италии. Это заканчивается в виде голодных бунтов и атак на супермаркеты. А наши свободолюбивые украинцы, которым карантин не карантин, я думаю, тут все может быть гораздо печальнее в стиле Майдана 2014 года, только вокруг более-менее крупных супермаркетов, рассказал Землянский. Образцовыми кажутся страны Европы, гражданам которых начислилась материальная помощь во время карантина. Из-за этого им удалось избежать голодных смертей. В Украине же таких начислений не наблюдается и даже не предвидится. Пенсионерам обещают начислить по 1000 гривен, но и эти малые обещания власть выполнить не в силах. Результаты третьей волны CITI-опроса роллингового формата, проведенного компанией Research and Branding Group с 11 по 17 апреля, демонстрируют печальную статистику с начала действий карантинных мер. Количество украинцев, положение которых ухудшилось, увеличилось до 90%. По мнению директора экономических программ аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолия Амелина, все это приведет к социальным протестам, погромам магазинов, голодным бунтам и, как следствие, к введению чрезвычайного положения. Таким образом, считает Амелин, все это помножит на ноль заслуги карантина по нераспространению вируса. Помимо прочего, отметил специалист, будет расти безработица, в том числе скрытая. ВВП по итогам года упадет на 10%, дефицит бюджета превысит 300 миллиардов гривен. Местные бюджеты будут недополучать в месяц 5-7 миллиардов гривен. Как финансировать медицину и социалку в такой ситуации? Риторически спрашивает Амелин. В завершении СМИ приводит историю безработного отца 4 детей и его точку зрения относительно карантина. У меня 2 маленьких детей, раньше я работал проводником, уже месяц сижу без работы. Я понимаю, что коронавирус, но это конченное государство понимает, что у меня дети пухнут от голода. Мы уже неделю едим одну картошку. Вы понимаете, что это? Есть одну картошку для годовалого ребенка. Дети ходят грязные из-за того, что нет денег на памперсы. Я проклинаю это феодальное государство.